Сәлеметсің ме, балалар? Здравствуйте, дорогие ребята! Добро пожаловать на урок русского языка и литературы в 7 классе. Урок 43. Вечный спутник существительного. Догадайтесь по теме урока, о какой части речи будет идти речь. Я предполагаю, что на уроке речь пойдет об имени прилагательном. Упражнение 230. Сравните данные части речи. Назовите имена прилагательные. Обоснуйте свой выбор. Белеть, белизна, белый, побелеть, белый. Краснеть, краснота, красноватый, покраснеть, красный. Красноватый, красный. Зеленый, зеленеть, зелень, зеленоватый. Зеленый, зеленоватый. Грустить, грустный, грусть, загрустить. Грустный. Веселить, веселиться, веселый, веселье, веселый. Упражнение 230. Упражнение 231. Прочитайте лингвистический текст. Докажите, что имя прилагательное является вечным спутником существительного. Человек постоянно стремится не только дать название предмету, но и показать его свойства, отличающие конкретный предмет от множества других, имеющих то же название. Например, существительное «год» означает промежуток времени, равный периоду обращения Земли вокруг Солнца и содержащий 12 календарных месяцев. Но мы знаем, что год для каждого человека может быть разным. Различные признаки данного слова нам помогают называть имя прилагательное, которое является вечным спутником существительного. Год новый, старый, прошлый, хороший, плохой, счастливый, удачный, тяжелый, трудный, радостный, чудесный, памятный, знаменательный, голодный, засушливый, урожайный, неурожайный. Упражнение 232. Проверьте свой словарный запас. Подберите имена прилагательные к данным существительным. Праздник, зима, январь, елка, весна, март. Праздник какой? Веселый, долгожданный, особый, забавный. Зима какая? Холодная, мягкая, суровая, морозная, снежная, запоздалая. Январь какой? Холодный, морозный, снежный. Елка какая? Зеленая, нарядная, высокая, красивая. Весна какая? Ранняя, теплая, солнечная, дождливая, цветущая. Март какой? Теплый, холодный, дождливый, долгожданный. Упражнение 234. Прочитайте текст, какова его основная мысль. Употребление имен прилагательных придает речи не только точность и меткость, но и особую выразительность. Не случайно, например, в художественном описании природы, внешности человека, интерьера почти каждое четвертое слово – это прилагательное. Слова одной этой части речи помогают полнее раскрыть отличительные свойства предмета, придать описанию образность, яркость, передать настроение писателя. Особую выразительность художественной речи придают прилагательные эпитеты, употребленные в переносном значении. Море бирюзовые, спокойные, изумрудные, веселые, капризные, ласковые и тому подобное. Основная мысль текста – значение в речи имен прилагательных. Упражнение 235. Прочитайте стихотворение Михалкова сначала без выделенных имен прилагательных, а затем с ними. Какой вариант наиболее яркий и выразительный? Почему? Какую роль выполняет прилагательные в тексте? Определите тему и основную мысль стихотворения. Елочка. В снегу стояла елочка, зелененькая челочка, смолистая, здоровая, 1,5-метровая. Произошло событие, в один из зимних дней лесник решил срубить ее, так показалось ей. Она была замечена, была окружена, и только поздним вечером пришла в себя она. Какое чувство странное, исчез куда-то страх. Фонарики стеклянные горят в ее ветвях, сверкают украшения, какой нарядный вид. При этом, без сомнения, она в лесу стоит, не срубленная, целая, красивая и крепка. Кто спас, кто разодел ее? Сынышка лесника. Второй вариант чтения наиболее яркий и выразительный, так как в нем употреблены именно прилагательные. Прилагательные делают текст красочным и выразительным. Тема – елочка. Основная мысль – мы должны защищать природу. Елка стоит, пришла в себя, исчез страх. Этот литературный прием называется олицетворением. Имя прилагательное – самостоятельная часть речи, которая обозначает признак предмета и отвечает на вопросы какой чей.
Имена прилагательные изменяются по числам, родам, только в единственном числе по падежам. Имена прилагательные ставятся в том же роде, числе и падеже, что и существительные, к которым они относятся. Предложения имена прилагательные, как правило, являются определениями. Они делают нашу речь точной и выразительной. Упражнение 236. Спишите текст, вставляя пропущенные окончания имен прилагательных. Укажите падеж, число и род в единственном числе. Подберите к тексту заголовок. Новый год – один из самых веселых праздников во всем мире. При этом удивителен тот факт, что нет ни одного другого праздника, который бы отмечали по всему миру в такие разные даты и традиции, которого так бы различались. В России, так как и в большинстве европейских стран, а также в США и Австралии, Новый год начинается 1 января. Еще в далеком 1700 году русский царь Петр I издал указ, согласно которому следовало отмечать наступление Нового года. Люди украшали дома сосновыми, еловыми и можжевеловыми ветками, устраивали огненные потехи и праздничную стрельбу. Со временем стали наряжать принесенные в дом елки. Так зеленая елка и превратилась в один из символов этого праздника, став главным его украшением вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой. Текст можно озаглавить так: Новый год. Упражнение 237. Прочитайте текст, как бы вы его озаглавили. Деды Морозы во всех странах выглядят по-разному. Российский Дед Мороз носит шубу до пят, валенки, высокую меховую шапку, а в руках держит посох и мешок с подарками. В Америке новогодний дед Санта-Клаус носит коротенькую красную курточку и забавный колпачок на голове. Путешествует он по воздуху на оленей упряжке и проникает в дома малышей через каминную трубу. В Бельгии и Польше новогодний дедушка Святой Николай считается самым первым Дедом Морозом, потому что, как гласит легенда, он оставил приютившей его семье золотые яблоки в башмачке перед камином. Во Франции дедушка с посохом и в широкополой шляпе, которого зовут Петр Ноэль, рождественский дед, кладет подарки прямо в дымоход. Шведский дед Йоло Гомтен складывает подарки у печки, а немецкий Дед Мороз оставляет свои дары на подоконнике. В ботинке обнаруживает подарки мексиканские детишки, а в носке английские. С первым ударом новогодних часов англичане и шотландцы открывают заднюю дверь дома, чтобы выпустить старый год, а с последним ударом часов открывают переднюю дверь, впуская год новый. В Италии в Новый год к детям приходят дедушка Бабо Натали и добрая фея Бефана. Послушным детям они дарят подарки, которые оставляют на балконе, а ленивым и капризным достается лишь уголек. А еще итальянцы в новогоднюю ночь выбрасывают из окон старые вещи. Самое забавное имя, пожалуй, у финского Деда Мороза – Йоулупуки. По-фински Йоулу – рождественский, а Пукки – козел. Имя это дано ему не случайно. Много лет назад он носил козлиную шкуру и развозил детям подарки верхом на маленьком козлике. Мы озаглавим текст «Деды Морозы разных стран». Упражнение 238. Послушайте текст, какую новую информацию вы получили. Как встречают Новый год. Новогодний праздник встречают по всей планете, и у каждого народа есть свои обычаи. Перед Новым годом жители Кубы всю посуду во всех домах наполняют водой, а после полуночи выливают ее из окон на улицу. Этот обычай означает, что Новому году желают светлого, ясного, как вода, пути. В Монголии Новый год совпадает с праздником скотоводов. По всей стране проводятся соревнования в ловкости, силе и смелости. Жители острова Гаити к Новому году стараются хорошо убрать свои жилища и помириться с тем, с кем поссорились. Суданцы желают друг другу найти под Новый год зеленый орех. Это к счастью. А чтобы счастливы были все, орехи разбрасывают заранее. В Бирме в первый день Нового года нарядно одетые люди обливают друг друга водой, обливают из стреляющих водой пистолетов, леек, ведер. На прохладный душ никто не обижается. В Индии на празднике стреляют из
Лук обозмею. Бумажный змей огромного размера красочно разрисован. Лучший стрелок пускает в него горящую стрелу. Когда змей загорается, в толпе начинается праздничное веселье, песни, танцы, спортивные игры. Карточка информатор. Обычай, одет ворот, скотовод, малос руши, из лука, садах пенату, красочно одема куркем трля, стрелок, мерген. Ответьте на вопросы. Тонкие вопросы, толстые вопросы. Укажите верные или неверные ответы. Новогоднее имя прилагательное. Верный ответ. Имя прилагательное отвечает на вопросы какой, чей. Верный ответ. Праздничное имя существительное. Неверный ответ. Прилагательные могут иметь только полную форму. Неверный ответ. Лучше притяжательное местоимение. Неверный ответ. Заполните кластер новогодние символы. Елка, Дед Мороз, салюты, веселье, праздник, Санта-Клаус, подарки, Снегурочка. Ребята, на этом мы закончили этот урок. До свидания, до следующей встречи.